Здравствуйте, это новости Татарстана. О событиях дня расскажем прямо сейчас. В студии работает Лина Зинатуллина, и вот о чем сегодня в выпуске. Вспышка бруцеллеза. Это несанкционированный завоз скота, пока ссылаемся на это. Опасную инфекцию обнаружили в крестьянско-фермерском хозяйстве Зеленодольского района. Подробнее в репортаже Алии Сабировой. Большое подведение итогов. Все ключевые показатели выполнены, по ряду существенно перевыполнены. О чем сегодня говорили в Госсовете, расскажет Дмитрий Аренин. Общая трапеза и молитва. Для меня это очень большое событие, то, что объединяет нас, и, не знаю, как праздник. Сколько мусульман собрал 12-й республиканский ифтар, расскажет Рамиль Галиулян. ЧП в Альметьевске. Здесь двое подростков скончались от отравления наркотическими веществами. Третий в тяжелом состоянии госпитализирован в ЦРБ, затем его перевезли в ДРКБ. По предварительным данным, ребятам от 15 до 17 лет. По информации из наших источников, все произошло в квартире на улице Бегаш Альметьевска. Возбуждено уголовное дело по 230 статье «Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ». Причиной трагедии, возможно, стала передозировка. Похожие случаи были и в Казани. В прошлом году двое подростков отравились неизвестным веществом в поселке Новая Сосновка. Тогда один погиб. В декабре молодежь арендовала зал в центре столицы. После вечеринки трое подростков оказались в больнице. В Зеленодольском районе зафиксирован бруцеллез. Вирус обнаружили у 8 коров в крестьянско-фермерском хозяйстве Нурлатского сельского поселения. Опасная инфекция передается и человеку. Чтобы избежать заражения, скот забивают. На территории КФХ и близлежащей деревни Прибой объявлен карантин. По версии ветеринаров, больные животные были завезены без документов. Это уже не первая вспышка бруцеллеза в Татарстане. Все подробности у Алии Сабировой. От поселка Прибой Зеленодольского района нас отделяют 5 километров. Однако проехать на машине туда у нас просто-напросто не получится. Ситуация с дорогами в осенне-весенний период здесь примерно такая. Добраться можно лишь на специальной технике. Сейчас в этой деревне проживает порядка 30 человек. Крупнорогатый скот в своем хозяйстве держит лишь одна семья. У дойной коровы анализы оказались чистыми. А вот в крестьянско-фермерском хозяйстве неизлечимая болезнь подтвердилась у 8 коров. Мы проводим диагностические исследования. Весна-осень, так скажем. Осенью было все хорошо в этом хозяйстве. Когда в феврале месяце начали исследовать поголовье, выяснилось, что есть сомнительные поголовья крупнорогатого скота. Потом через повторное исследование выяснилось, 22 марта был поставлен диагноз бруцеллез 8 головам этого хозяйства. В хозяйстве есть также овцы, козы, лошади. Их анализы отправлены на исследование. 30 коров сдали на убой в Дагестан. Сейчас в поселке Прибой объявлен карантин. Ну, все знают уже, в курсе, ознакомлен. Жалко, конечно. Но сейчас карантин, вывоз запрещен. Завоз тоже запрещен. Откуда опасная болезнь оказалась в глубинке, до которой толком не доехать, сейчас выясняют ветеринары. По предварительной версии, хозяин КФХ вез скот без документов. Это несанкционированный завоз скота, пока ссылаемся на это. Это было до Нового года, является сейчас. Есть инкубационный период там, от 4 недель у овец до 17 недель, поэтому это результат несанкционированного завоза. Пока у нас версия такая. Сегодня мы связались с руководителем фермы Ильдаром Гариевым. Данную версию он опровергает. У него свои предположения. Может, это от диких животных пришло. И у нас очень много охотников приезжает, рыбаков приезжает мимо. И я не могу сказать, ни на кого не могу грешить. Этот случай уже 4-й за последние полгода в республике. Только в феврале вспышку бруцеллеза обнаружили в Кабицком районе. До этого в Атнинском, где заразились люди. Сейчас 10 сотрудников хозяйства Гариева проходит обследование. Алия Сабирова, Данил Филатов, ТНВ, Зеленодольский район. В Татарстане растет заболеваемость корью и ковидом. Об этом сегодня сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина. С начала года 155 человек заразились корью. За весь прошлый год таких случаев было 146. Масштабная вспышка вируса произошла 2 недели назад в 18-й школе Казани. Все 13 зараженных не были привиты. Также за неделю 606 человек заразились ковидом. Это на 8% больше, чем за предыдущую. В большинстве случаев это штамм омикрон, протекает как ОРВИ или бессимптомно.
У нас 155 случаев кори уже зарегистрировано. А для сравнения скажу, что за прошлый год, за весь прошлый год, за 2023 год было 146 случаев. То есть количество случаев, к сожалению, прирастает. И 95% из всех заболевших – это те лица, у которых либо вообще не было прививок против кори, либо только одна прививка. Нужно обязательно вспомнить о своем вакцинальном статусе, обратиться в медицинскую организацию, где вам сделают прививки против кори. Сезон ОРВИ в Татарстане завершается, говорят эпидемиологи. За этот период в республике 12 205 человек переболели вирусными инфекциями. Среди них 60 случаев гриппа. Несмотря на снижение активности этой группы вирусов, с началом дачного сезона на смену придут следующие. Это столбняк, боррелиоз, энцефалит. Источником этих инфекций чаще всего являются мелкие грызуны и клещи, которые уже проснулись. Свою активность они начинают при плюс 10 градусах. Татарстанцам напоминают о мерах осторожности и возможности привиться от дифтерии и столбняка. В преддверии предстоящего дачного сезона, то есть хочу обратить внимание на вопросы профилактики столбняка. То есть это прививки, которые делаются каждые 10 лет. Поэтому здесь нужно освежить в своей памяти та последняя прививка, которая была сделана. Соответственно, если ее нету, либо нет сведений, то есть не дожидаться развития столбняка, то есть обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления полиса, сделать прививку. До 27 мая Приволжский суд Казани отправил в следственный изолятор Турсунбая Бубаханова, водителя автобуса 35-го маршрута. 3 дня назад он стал участником смертельной аварии на перекрестке улицы Восстания и проспекта Ибрагимова в Казани. Следствие установило, он грубо нарушил правила дорожного движения. Поворачивал на красный свет не из крайнего левого ряда, а просто справа объехал стоящий автомобиль. В результате в автобус врезалась едущая навстречу «Хонда». 32-летний водитель скончался на месте. Необычным сегодня выдалось заседание Госсовета Татарстана. Парламент сегодня больше напоминал Академию наук. Ученые презентовали депутатам свои разработки. Президент Академии впервые выступил перед парламентариями. Напомним, 2024 в Республике Раисом Татарстана объявлен годом научно-технологического развития. С чем республика встречает этот год и какие планы на будущее, узнал Дмитрий Аринин. По спектру поглощения излучений определить, какое количество именно этих газов. Татарстанские ученые разработали уникальные сенсоры, распознающие метан и водород. Приборы сигнализируют об утечке газа и могут предотвратить ЧП в транспорте, квартирах и объектах ЖКХ. Сенсоры маленькие, вот даже на КамАЗ ставим, это где-то порядка со спичный коробок, малое электропотребление, высокая пожаробезопасность и низкая цена. Эти и другие разработки от технических до гуманитарных подразделений Академии наук представили на выставке в Госсовете. Достижения ученых вызвали большой интерес у депутатов, особенно исследования об истории татарского народа. В том числе серия, посвященная крымским татарам. Это работа нашего Крымского научного центра. Чем живет Академия наук, рассказал Рифкат Миниханов уже на самом заседании Госсовета. Его провел вице-спикер Юрий Камалтынов. Сегодняшнее заседание Государственного совета поручено провести мне, поскольку Фарид Харулович на больничном. По итогам минувшего года среди регионов России Татарстан поднялся с 5-го на 2-е место в рейтинге научно-технологического развития. В настоящее время это один из крупнейших эффективно функционирующих многопрофильных научно-образовательных центров, куда входит 12 институтов и центров, 7 отделений и 639 сотрудников. Все ключевые показатели госзадания Академии и ее структурными подразделениями выполнены, по ряду существенно перевыполнены. На ближайшие 3 года на программу научно-технологического развития Раисом Республики дополнительно выделено ежегодное финансирование более 700 миллионов рублей. Свыше 400 проектов стали победителями федерального конкурса «Студенческий стартап». Каждый получил по 1 миллиону рублей. Через поддержку развития технологического предпринимательства мы стараемся на сегодняшний день реализовать то, что всегда стремились, создать связку ВУЗ, органов власти и бизнес. После всех презентаций и доклада у депутатов возник только один вопрос. Президент Российской академии наук стал членом Совета безопасности, указом президента России. Вот нужны ли вот какие-то от нас рекомендации? Вот я посмотрел ваш проект решения, да, какие-то рекомендации, чтобы вот как-то вот этот статус поднять, поскольку наука сегодня играет исключительно важную роль. Того, что есть, достаточно. Приоритетные задачи на будущее – привлечение молодых ученых, научной поддержка реализации национальных проектов и развитие передовых инженерных школ. Сейчас в республике их
5. Дмитрий Арин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. На заседании Госсовета сегодня прозвучали ключевые отчеты. Особый интерес вызвал доклад уполномоченного по правам ребенка. Ирина Волынец сообщила, идет рост буллинга в школах. Это когда детей травят свои же сверстники. Но руководство школ во многих случаях это замалчивает. В аппарат уполномоченного поступило более 1500 обращений. Еще 12 тысяч сообщений было в системе вызова оперативных служб 112. На контроль взято 403 вопроса, больше половины решены положительно. В топе сложные взаимоотношения в семье, проблемы с образованием и правом на социальное обеспечение. Что же касается буллинга в школах, проблема требует незамедлительного решения. Многие школьные коллективы, к сожалению, не создают конфликтные комиссии, стараются не замечать буллинга, травли. Все инструменты сегодня есть, все механизмы есть. Нужно их использовать вместо заметания под ковер. Иногда только после обращения либо к уполномоченному, либо в прокуратуру становится известно, что конфликт длился на протяжении нескольких лет. К другим новостям. В Казани сегодня большое событие. Проходит 12-й республиканский ифтар. Казанэкспо принял 12 тысяч гостей. Это татарстанцы со всех городов и районов. По традиции на вечер разговения приехал Рустам Минниханов. После событий в Подмосковье здесь усилили меры безопасности. Гостей попросили приехать заранее, чтобы успеть пройти досмотр. Организовать столь масштабное мероприятие помогали сотни волонтеров. Специально для ифтара привезли десятки тонн воды и тысячи порций горячих блюд. Все для постящихся в священный месяц Рамазан. Об особенностях главного вечера разговения Рамиль Галиуллин. На одно из самых долгожданных событий мусульмане начали собираться задолго до начала. Организаторы просили гостей прибыть заранее. Мера необходимая. 12-й республиканский ифтар символично собрал 12 тысяч человек. После трагедии в подмосковном Крокусе здесь усилили меры безопасности. На входе металлодетекторы и сотрудники охраны, которые досматривали каждого пришедшего. Ничего страшного в этом нет. Нормально это. Так и должно быть в это время. Ничего такого нет. Здесь никакого дискомфорта нет, так как здесь очень большая площадь. Я вот первый раз приехала, хотя живу в Казани, да, но это же все в целях нашей безопасности. На республиканский ифтар пришли с семьями и родными. Я первый раз, и для меня это очень большое событие, то, что объединяет нас, и как праздник. Внук здесь, сын у нас в Ульяновском муфтияте, директор медресе. Жена, дети, все намаз читают. Ну вот, меня тоже соблазнили, привлекают к этому делу, к святому. В течение года у нас не бывает возможности увидеться вживую, а здесь люди видятся, обнимаются, вы видите искренние улыбки. Поэтому это объединяющий фактор, который объединяет верующих людей нашей республики, вообще верующих всей страны. Гостями ифтара стали и семьи участников СВО. Нияз Камалов пришел вместе с отцом. Уразу не каждый год, как получается по работе и все такое, потому что не всегда получается, так как дома не нахожусь, либо на работе, либо еще что где-то. Вот, по возможности держу уразу, прям праздник очень хороший. Традиционно разговение начинается с вечернего намаза. По канонам ислама мужчины и женщины молятся раздельно, так же, как и трапезничают. Для них предусмотрены разные столы. Сначала звучат молитвы за народ Палестины, за пострадавших в теракте в Крокусе, за благополучие Родины и тех, кто защищает ее в зоне СВО. Как только последние лучи солнца ушли за горизонт, звучит азан. Это значит, что еще один день воздержания позади. В первых рядах Рустам Минниханов и другие руководители. Вечернюю молитву проводит муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин. Казанэкспо замирает. После обязательного намаза ифтар столы здесь начали накрывать еще с утра. Помогали 700 волонтеров. Мы работаем уже в течение 5 дней. Сначала мы начали работу в Думарте. Далее у нас была часть работы в Казани-арене, где мы готовили фрукты, овощи, то есть мы их мыли. А здесь уже в течение 3 дней мы готовили скатерти, раскладывали, да, уже начали, вот вчера разложили некоторую часть посуды, но сегодня уже всю продукцию. Ифтар не только вечерний прием пищи, это целое торжество для каждого мусульманина. Для гостей в холле Казанэкспо развернулся настоящий халяль-маркет.
маркет. Здесь можно купить одежду, сладости, сувениры и многое другое. По сравнению с тем годом мы немножко расширили площадку. Очень много поступило заявок по ремесленным. Это кожаные изделия, изделия из дерева, украшения. Также у нас приехали из других городов, даже из других регионов, как Республика Башкортостан. Особенность этого года. Всем гостям раздают обновленное издание Корана «Казан Басмасы». На этом пост не заканчивается. Священный месяц Рамазан продлится до 9 апреля. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Объем сделок по исламским финансам с начала года вдвое превысил тот же период 2023-го. Об этом рассказали в Минэкономике республики. Напомним, с августа прошлого года Татарстан – один из 4 пилотных регионов, где проходит эксперимент по внедрению исламского банкинга. Большие шаги уже сделаны по разным направлениям. Все больше банков разрабатывают и внедряют продукты, подходящие мусульманам. Шариат запрещает ростовщичество, то есть займы под процент. Сегодня активно работает исламская ипотека. Есть даже клиенты, которые несколько раз использовали данный продукт. Халяльная карта, программы лизинга. Важно и информирование населения. Сегодня все действующие продукты исламского банкинга собраны на едином портале. Портал будет содержать следующие модули. Это база знаний по данной тематике, интегратор партнерских финансов, который позволит в режиме единого окна ознакомиться и воспользоваться, посмотреть все продукты, которые у нас есть сегодня от участников рынка. На сегодняшний день в реестре Центрального банка Российской Федерации представлено 13 организаций, 9 из которых осуществляют деятельность нашей республики. Кроме того, еще 5 организаций Республики Татарстан направили заявку на включение в этот реестр. В настоящее время они находятся на рассмотрении. Гарантийный фонд Республики Татарстан разработал продукт, соответствующий требованиям партнерского финансирования. Продукт у нас называется «Даман». В данном случае мы, если в традиционном нашем поручительстве применяется комиссионное вознаграждение в процентном отношении, в данном случае по нашему продукту «Даман» мы будем взимать минимальную сумму, это возмещение наших операционных расходов. «Пойди туда, не знаю куда» или бездействующее постановление исполкома. Почему повесить указатели на домах в Казани мешают упрямству управляющих компаний и равнодушие руководителей на местах? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Татарстан может стать аддитивной столицей России. Об этом сегодня заявили на заседании Совета директоров Татнефтехиминвест Холдинга. Встречу провел Рустам Миниханов. В индустриальном парке Лаишево москвичи планируют построить первый в России завод аддитивных технологий и центр малосерийного контрактного производства. Поясним, аддитивные технологии – это когда изделия создают по 3D-модели путем послойного добавления материала. К 2032-му здесь намерены выпускать почти 300 промышленных 3D-принтеров в год. Также промышленники и ученые из разных регионов предложили различные передовые технологии и проекты. На Нижнекамск нефтехимия могут организовать производство базовых компонентов электролитов. Еще есть идея развивать в республике радиофотонику, где основной носитель информации – фотон, дающий выигрыш в скорости. Очень интересные доклады. Я хотел бы поблагодарить наших выступающих за то, что они приняли наше приглашение, представили. И очень прошу, Рафин Асамович, чтобы вот те наши договоренности по дальнейшему продвижению этих проектов, они были на вашем контроле и меня информировали. По снижению административного давления на бизнес Татарстан занял 2-е место в стране. Об этом сегодня в Госсовете сообщил Фарид Абдулганиев. Как отметил бизнес-омбудсмен, по итогам года в республике насчитывается рекордное число субъектов малого и среднего предпринимательства – более 170 тысяч. Это самая большая цифра за последние годы. На треть выросло число самозанятых, теперь их более 300 тысяч. При этом число обращений к бизнес-омбудсмену сокращается. В минувшем году их поступило более 1000. Скажите, пожалуйста, а вот какие сферы деятельности сейчас наиболее привлекательны для предпринимателей именно нашей республики? За прошлый год вот мы увидели такой переломный момент, что на первое место вышли предприниматели из сферы гостиничного бизнеса. Этому есть логическое объяснение. Внутренний туризм стал развиваться. Это прямо на первом месте. Причем дважды опередил традиционную для малого бизнеса сферу торговли. Торговля у нас остается на 2-м месте.
Депутаты Госдумы от Татарстана за 8-й созыв внесли более 300 законопроектов. Из них свыше 70% были приняты. О работе наших законотворцев в федеральном парламенте сегодня своим республиканским коллегам рассказал Айрат Фарахов. Среди наиболее значимых предложений татарстанцев – эксперимент по внедрению в стране исламского банкинга, ужесточение правил по наливайкам и меры по централизации системы лекарственного обеспечения. Сейчас республику в Госдуме представляют 15 депутатов, которые входят в 13 из 32 комитетов парламента. Вот мы говорим о том, что 5600 наказов, которые нам дали граждане, наши избиратели в 2021 году, они распределены все по рабочим группам, по 17 направлениям. И каждая рабочая группа знает, сколько наказов надо сделать, а наказ – это конкретный объект в конкретном населенном пункте. Дорога, вода. От контроля питания в школьных столовых до законопроектов о нематериальном культурном наследии и патриотическом воспитании. Таким широким кругом вопросов в Госсовете Татарстана занимается Комитет по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Итоги работы за 5 лет подвел его председатель Айрат Зарипов. За это время депутаты провели полсотни заседаний, где рассмотрели 166 вопросов, в том числе 47 законопроектов. Для обмена опытом проходили выездные и совместные заседания с парламентариями Башкортостана, Чувашии, Марел. Вопросы совершенства системы школьного питания находятся на постоянном контроле. В рамках работы по данному вопросу хочется отметить единое мнение всех депутатов. Мы видим, что во время работы в округах и население всегда с благодарностью отзывается о качественном сдвиге системы школьного питания. В Казанском Кремле сегодня открылась выставка Михаила Козловского, личного фотографа первого президента Татарстана Минтимира Шаймиева. Она приурочена к 70-летию со дня рождения фотолетописца. Михаил Козловский ушел из жизни 6 лет назад. Вместе с Минтимиром Шаймиевым он проработал 26 лет. На его фотографиях целая эпоха развития республики. На выставке порядка 200 снимков. Их сегодня посмотрел и Минтимир Шаймиев. Какие фотографии он узнал и что рассказал в репортаже Вероники Ганудиной. Михаил Козловский создал настоящую фотолетопись новейшей истории Татарстана. В объектив Михаила Козловского попали судьбоносные исторические события республики. Он начал работать в пресс-службе первого президента Татарстана в начале 90-х. В его работе важно было не упускать мгновение, которое потом станет историей. Он это умел. При нашем насыщенном графике работать было трудно. Он смог, всегда был рядом, вспоминает Минтимир Шаймиев. Михаил, мы вместе работали. У меня, по-моему, еще сложнее работа. На самом деле. Вот задуманное надо не только написать, а еще показать. Для этого понятия надо мир. Михаил Козловский работал фотокорреспондентом в газетах «Советская Татария», «Вечерняя Казань», «Известия Татарстана». После его пригласили в пресс-службу первого президента. Папа был счастливым человеком, потому что он проработал 26 лет с нашим первым президентом Минтимиром Шариповичем, и он называл эти годы самыми счастливыми в своей жизни. Вот этот богатый архив, который он после себя оставил, мы очень надеемся, что и наше поколение, и будущее поколение будут, так сказать, еще много лет использовать это наследие. На фотографиях жизнь в полном ее спектре. Рядом с протокольными снимками визитов в Татарстан президентов разных стран и неформальные кадры. Михаил Козловский умел запечатлеть живые моменты. Это Минтимир Шаймиев радуется победе акбарцев в Кубке Гагарина в 2009 году. А здесь первый президент у знаменитой колонны в Дели. Согласно поверью, если встать к ней спиной и обхватить руками, то желание исполнится. А это самое известное фотография Михаила Козловского. На ней запечатлены 3 президента. Она так и называется. Владимир Путин, Рустам Минниханов и Минтимир Шаймиев. Случайный кадр теплого объятия сделан в августе 2012 года в городе Болгар. Это мой Махмай. Минтимир Шаймиев знает каждый снимок. Михаил Козловский был и семейным фотографом. Это часть фотовыставки, буквально семейный архив Минтимира Шаймиева. На этой фотографии он запечатлен вместе с супругой Сакиной, а здесь уже в сборе все семейство. Он снимал эпохальные события не только Татарстана, но России и мира. Автор книг и фотоальбомов. Самым глобальным стал сборник на 700 страницах к юбилею Минтимира Шаймиева. Работы Михаила Козловского не раз выставлялись в Кремле. Эта выставка будет работать в художественной галерее Хазине до 12 мая. Вероника Гайнудинова, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань.
Коллектив Казанской государственной медицинской академии в очередной раз отправил гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. Это уже 5-я по счету машина. Если раньше отправляли медицинские материалы и лекарства, то на этот раз решили доставить бензопилы, утеплители и шланги. Студенты академии написали письма. Военные уже получили гуманитарную помощь и собираются улучшить условия службы. Собирали общие в республике, просто то, что просили, закупали или сдавали деньги, кто как мог. А это вот такой адресная уже помощь. Мы стараемся бойцам, которые представляют Республику Татарстан. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. А я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте, Исян Мессис, в студии Динар Бодрудинов. В предстоящие сутки в Татарстане снова будет пасмурно. Подробности после полезной информации. Скоро весна, а значит время обновления. Успейте заказать кухню и шкаф-купе по вашим размерам по сниженной цене от Данил Мастер. Только до конца марта скидка на корпусную мебель 20%. Все подробности по телефону в Казани 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Балтасе и Зеленодольске облачно, дождь. Температура днем от 2 до 4 градусов тепла, ночью от 2 градусов до 3 градусов тепла. В Буинске, Кабицах и Апастово будет пасмурно, пройдет дождь, местами с грозой. Температура днем 3-5 градусов тепла, ночью 2-3 градуса тепла. В Мамадыше, Аксубаево, Нурлате будет облачно и дождливо. Температура днем около 3 тепла, ночью 2-3 градуса тепла. В Нижнекамске, Актаныше и Менделеевске облачно, дождь, осадки в виде дождя. Днем плюс 3-5, ночью плюс 2-3. В Альметьевске, Бавлах, Бугульме температура днем 3-5 градусов выше нуля, ночью 1-3 градуса тепла. Здесь тоже пасмурно и дождливо. Дождь пройдет и во всех туристических городах республики. В Свияжске температура днем плюс 4 градуса, будет облачно, ожидается дождь, ночью 3 градуса тепла. В Болгаре днем плюс 4, ночью плюс 2. Здесь будет облачно, пройдет дождь. В Елабуге облачно, дождь, температура 4 градуса тепла днем и 3 градуса тепла ночью. В столице Татарстана тоже будет пасмурно и пройдет дождь. Температура в течение суток 4 градуса тепла, атмосферное давление 753 мм ртутного столба. Ветер южный 4 метра в секунду, влажность воздуха 81%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде, берегите себя, всего доброго. Күннәргез уңышлы булсын.